что я хочу вам сказать насчет нефтяников, да? Компании разные. Я вот как вам говорил, всегда выбирайте топовые компании и примерно вы будете понимать, где вы работаете. Если вы выбрали нефтяное дело, например, да, имейте в виду, что конкуренция сейчас очень большая, бешеная, прям, да. Все вот нефтяники, кто вот сейчас, например, да, на данный момент, когда вот мы учились, 2099-2004 год, было всего лишь две группы нашей специальности, да, это была одна казахская группа, одна русская группа, и все. Сейчас, например, 18 групп русских, 18 групп казахских, 36 групп. На данный момент, это я только про Алмату говорю, я не знаю, может уже больше стало. Это вы считаете, что есть Атырау, есть Актау, например, да, западные города, есть международные города, да, например, когда был в Америке, там еще где-нибудь там за границей, Дубая, там, ты видишь студентов наших с Казахстана, которые учатся на нефтяников тоже, понимаете, это уже у них идет международный левел, да, уровень выше, чем наш казахстанский, да. Я почему говорю, то, что вы должны понимать конкуренцию, уровень конкуренции, да, куда вы должны попадете, потому что если вы не будете лучшими там, да, на нефтяном деле, и не будете с самого первого курса искать выход на практику, там, стремиться понять, потому что нефтяное дело очень обширное, это бурение, это геология разведка, это там цементаж, ну, очень много, да, там, нефтяное, если вы посмотрите, оно очень богато, это проектировщики или там которые строят трубопроводы, да, там, например, очень разнообразно. Так куда вы попадете, тоже вы должны сейчас, в принципе, осознавать, что нефтяное это очень обширное дело. Но есть ли какая-нибудь плохая сторона, или то, когда или у вас были что-нибудь ЧП на месторождениях там, или еще то, что вы не сказали? Сама нефтяная индустрия это тоже опасности много, да? Это всегда вы работаете нефть, это горючий материал, да? Это давление, это вы должны радиация, взрывчатые материалы, да? Вот, ну, я вас не говорю, но просто я говорю, что очень опасная как бы сфера, но если вы поставили себе цель, то, в принципе, не надо ничего бояться. Да? Все цели осуществимы, мечта осуществима. Хотите стать инженером-нефтяником, имейте в виду, что, в принципе, дороги все открыты. Это все зависит от вас, да? Как вы себя воспитаете, как вы будете, каким вы будете специалистом. Вот как Туяк уже говорил, если вы будете лучшим из лучших, вот на тот момент мы были лучшие из лучших, да, вот в политехе, да, вот в нашей группе. Поэтому смогли пройти в Шлюмберже, да, например. Почти все мы устроились все в нефтяные крупные компании. Почему? Потому что мы были на тот момент, нас было мало, у нас не было конкурентов почти, да? Мы знали английский язык, и у нас голова работала, мы прошли тестирование, то все, и у нас был огонь в глазах, да, вот. У вас должен быть огонь в глазах, вы должны всегда стремиться, там, например, что-то поставить цель. Всегда задавайте себе планку повыше, да, ну, стремитесь повыше, ну, это мое, как бы, да, кредо, да, вот, я поэтому вперед.